Перераспределить полномочия в пользу районных акимиатов. С таких заявлений начал свое выступление новоиспеченный мэр столицы Эмильбек Абдыкадыров. С его слов, акимов наделят дополнительными полномочиями, в том числе в области финансов, чтобы решать все вопросы в районах, но будет делегирована и ответственность. Потому что районные администрации живут ближе к населению. МТО есть, районная администрация, есть больницы, есть школы. Вот это все работа передаю вместе с финансовым районным администрациям. Мэрия города Бишкек должен заниматься крупными большими проектами. Как вы говорили, транспортной развязки, проблемы с транспортом, дороги, автобусы, свалочный полигон, смог, экология, озеленение, крупные проекты. Все перечисленное трудно воплотить в реальность без инвестиций. Поэтому за столь короткий срок на этой должности Эмильбек Абдыкадыров уже успел провести встречи с внутренними инвесторами. В свою очередь, муниципалитет будет создавать благоприятные условия для представителей бизнеса, отметил новый градоначальник. Если мы ходили, бизнес раньше ходил, просит какие-то получать разрешения государственным структурам, моя позиция, наоборот, государственные структуры, чиновники идти к этому бизнесу, потому что они делают, обеспечивают рабочими местами, они оплачивают налоги, они поднимают наши экономики. Каждый налогоплательщик должен знать, сколько средств поступает в бюджет столицы и на что они расходуются. Информация о бюджете города должна быть открыта и прозрачна. Это повысит доверие народа к власти, считает Эмильбек Абдыкадыров, подчеркивая, что каждый гражданин может обратиться к нему с предложениями и рекомендациями. Я планирую вывесить в коридоры мэрии города Бишкек. Не только журналисты об этом узнали или были знакомы. Все будет прозрачно, все будет открыто. Сколько денег поступает в бюджет города Бишкек, как она расходуется. Мой дверь всегда открытый для журналистов, любого гражданина. Я готов, у меня по субботам будет приемные дни, я готов любой день принять, выслушать. Если какие-то будут хорошие предложения, почему бы не принять их предложения? Вместе с ними надо работать. В скором времени будет разработан новый генеральный план столицы, после чего дома будут строиться согласно градостроительному документу. Наряду с этим мэр рассказал, как будут бороться с обманом дольщиков. По новому положению разрабатывается госстроем. Если эта строительная компания иные суммы, 15% от сметной стоимости этого дома, если 5 миллионов сомов, если $1 миллион не положит на расчетный счет банка, таким строительным компаниям разрешение на строительство не выдается. Мэр столицы затронул и тему хаотичной застройки в Бишкеке. Я собираю всех строительных компаний вместе с госстроем. Будем обсуждать эти вопросы. Это очень хороший и правильный вопрос. Этим надо заняться. Кроме того, глава муниципалитета отметил, что у него в приоритете будет решение вопросов полигона, загрязнения воздуха, смога, транспорта, а также особое внимание будет уделено кадровой политике. Наргиза Нурмаметова, Джантай Макенов, Пирамида.